это интересно, это немножко слабо, это надо прочитать. А потом дальше интересно. Помните, если заговори, чтобы я узнал, кто ты, Элла. Дальше перешли на поэзию. Он меня приятно удивляет. Мы нашли общий язык, мы читали Башлачева, любили его. Потом Асламбек мне говорит, что он не любит, не понимает, не то, что не принимает Есенина. Потом мы поняли, что мы с ним любим арабскую поэзию. Мы оба любим Аль-Мутанаби, которую я просто обожаю. Вообще считаю вершиной поэзии. Да, и да, еще гейдов ешь, нам может до Махачкалы ехать надо. А потом в Махачкале как-то получилось, что вот мы сидим, собрались, очень много таких достаточно известных людей. Нам устроили очень хороший прием, там в ресторане нам стол накрыли. Просто все очень замечательно. Асламбек там, наверное, я не знаю, как будто тебя на эшафот в тот день вели, да? Мне кажется, Достоевский меньше переживал, когда его гражданской казни вели. Да, очень себя склонно читать, он, в общем-то, не ходит. И он говорит, Аеша, в общем, дифирамбы, все очень понравилось, и как-то сказали, что это великий. Все ждут презентацию книги. Я вам хочу сказать, уважаемые коллеги, если книга выйдет, презентация первая не у нас в Грозном, а мы дали слово, она будет в Махачкале. Вот так вот. Ишдарез Асланбек. Поэтому мы так говорим. Никто никому ничего не скажет. Я вот все, что вы говорили, вот все, здесь очень много говорят, да, в библиотеке. Я каждый день провожу мероприятия. Иногда их по 3, по 4 вывожу. Да, я просто мероприятие, которое у него нет КПД, как мы говорим, оно скучно. Для того, чтобы были КПД, сегодня хорошо мало. В следующий раз выведем в публику, правильно? Пускай будет много людей. Пусть выходит и читает свои стихотворения, потому что я честно говорю, влияние, вот что мне нравится вот в поэзии Асламбека, там четко пересекается, как ты сказал, сублимация Элэня, сублимация арабской поэзии, европейской поэзии, чеченской поэзии и русской поэзии. Это, наверное, мало удается. И ты, как поэт своего времени, как вы вчера, с кем-то обсуждали, Банна была поэтесса своего времени. Ее, да, может быть, сегодня, ее могут сегодня не очень так сильно там понимать, но она была своего времени. Ты сегодня поэт своего времени, и что в тебе очень хорошо, как другие поэты, ты не избалованный. У нас ходят поэты, написали 2 стихотворения, да, они сидят на первых рядах, занимают почетные места, их представляют, представляют их как известных поэтов, у них берут интервью, с ними фотографируются, ты садишься сзади, потому что ты настоящий поэт. Поэзия настоящая, она не выпячивается. Поэзию настоящую ищут люди сами. И закончу я свой монолог с одним стихотворением. Можно? Да, потому конечно, что все-таки я считаю, мы собрались, чтобы говорить об Асламбеке. Асламбек, я очень рада, что с тобой познакомилась. Очень рада. Да, очень рада, что ты есть, если тебя не было. Как говорил Вольтер, тебя надо было бы выдумать. Мы тебя выдумали, твое стихотворение. Ну, сразу поймете, чье влияние. В этой жизни, где каждый враждует с собой, привыкай ко всему, что зовется судьбой. Помни, в мире хулы и тотальной войны даже близкий кусает тебя со спины. Сын Адама в нужде не покажет кулак, а окрепнет опаснее своры собак. Берегись, ибо время летит, как стрела. Меркнет свет, и повсюду сгущается мгла. На дворе суматоха и дьявольский рок, кричит паству к обочине пыльных дорог. Страх, берущий за горло сильнее чумы, поражает сердца и калечит умы. Ты не джинни и не ангел, и сущность твоя не субстанция света, не пламень огня. Почему же тогда ты кичишься своей комбинацией мяса и хрупких костей? На треножнике шатком, любуя с собой, почему ты вознесся над этой толпой? Это Амар Хайям, правда же? Где каждый ответит в душе, почему. Никакой не Хайям, это Асламбек Тубаш. Да.